Так, ребят, ну чё, начинаем рыбачить. Сегодня рыбалка другая у нас, так что будем пробовать. Позже все расскажу, покажу, что как будет все у нас происходить. Блин, китайцы, ребята, остывают махом, блин. Смотрите, да? Китайцу надо греться по-любому, потому что дальше не пойдет. Ну, ребят, значит, лечу ставить продольники. Там ребята будут ставить перетяги. Вот удочки пошли. Короче, разбились на две ситуации. Я буду на том повороте ставить продольник, они здесь перетяги поставят. Будем искать налима. Не знаю, посмотрим. Есть же есть, ребят, буду ставить на живца, а ребята будут ставить именно на червя, получается. Серега дал переходник. Ну, в принципе, сижу сейчас по центру. Вот отлично, ребят, в одного, без вещей. А удочки идут. А удочки можно двигаться, ребят, нормально. Поднимает ее, я вот сижу по центру. Ну, с перетекачком вообще отлично. Ладно, ребят, идем. Будем пробовать. Ребят, красотень какая, смотрите. Ё-моё, вообще бомба. Все, листва уже минимум осталось. Помните, ребят, 2 недели назад сидел здесь. Листва такая желтая-желтая, а сейчас уже почти ничего не осталось. Только утки сопровождают вот одна за одной. Смотрите, ребят, вот удочки прям сопровождают и сопровождают. Сегодня можно было добыть уже, наверное, ну штук, наверное, я не знаю. Вот они пошли опять. Было бы ружьишко, можно было добыть уже, наверное, штук 20, наверное, точно. Опа, здравствуйте. Блин, засранцы, конечно, взяли стол, спалили. Разве так можно, а? Такой стол был нормальный. Смотрите, ребята, как вода упала. Да, взяли стол, спалили. Ёк-макарёк. По-любому бензин даже не оставили. Ну да, конечно, пустой вариант. Так, я здесь где-то оставлял кирпичи с бутылками. Надеюсь, они ничего не убрали. Слава богу. Все на месте. Пригодились, ребят. Смотрите. Все четко. Все. Сейчас будем вязать продольники. Отлично. Опа. Ну все. Набрались. Так, ребят, ну что? Продольнички. Грузила здесь. Веревка здесь. Так, ну я, наверное, поставлю вот здесь по яме. Ну и выход с ямы. Вот здесь по центру поставим. Глубина небольшая, тем более вода упала. Метра 3, наверное, на продольник сделаем. Больше не надо. Все. Столько веревки достаточно на один продольник. Так.
Так, ребят, у нас два продольника. Соответственно, вяжем две полторашки. Это как основной поплавок, показатель продольника и так далее. Завязываем. Бутылка, в принципе, отлично подходит. Под самим горлышком есть такая выемка. Прям классно она тянется, завязывается. Неважно, какая бутылка. От пива, от сока, от минералки. Вот. Это у нас получается как поплавок. А здесь у нас, ну, есть кирпичи, конечно, с дырочками, с отверстиями. А это у нас простой старый кирпич. Мы его завяжем вот таким образом. Так. Вот. Это у нас как груз будет. И, соответственно, здесь сделаю петельку. Здесь мы будем цеплять продольник. Вот. У нас груз и сам продольник. Также делаю второй. Продольник будем цеплять вот сюда. Грузу чуть выше получается. Так, ну что, пробуем. Переходничком, ребят, подвигаемся. Яма крутит, надо, чтобы все равно течение какое-то было. Вот здесь, в принципе, нормально. Здесь прям хорошо. Опять же, лодки замучают. Но выход все равно у нас яму сделать, ребят. Так, ну что, пробуем якорек наш новый. Опа. Так. Посмотрим вообще, как он будет в деле. Тут у меня это метров 4 намотало, наверное. Так, ну ладно, сейчас подвинемся. Где-то вот здесь, наверное. Где-то вот здесь. Макаем. Вот встали. Блин, нифига, как раз, ребят, уперся прям в днище. Дома. Все, ребят, стоим на месте. Ну, вот здесь продольнички будем ставить. Все, удочка стоит поперек у нас, как надо. Здесь и начнем. Ребят, надо в этом бардаке разобраться сразу. Так, ну вот, у меня есть поводочки связанные. Сейчас бы, конечно, все это дело достать. Это постоянно, пока переезд, переход, все это путается. Дома, конечно, смотаешь все хорошо, красиво. Вот. Так, поводочки есть. Есть досочка для нарезки, если что. А вот есть сам продольничек. Так, ребят, ну смотрите. Берем мы полторашечку пустую. Вот такую. Наливаем немного воды здесь. Ну, я показываю, как можно поставить в одного продольник. Немножко завязали, чтобы водичка была, чтобы течение могло нести. Вот здесь петелька у нас. Ну, мы завяжем на пару оборотов. Раз. Ну, давайте на бантик, чтобы можно было спокойно его потом
развязать. Так. Все. Бутылка есть. Бутылка у нас готова. И начинаем разматывать до первой же петелечки. Первая петелечка, ребят, у нас и первый же поводочек. Так, сейчас здесь тоже надо разобраться, ребят, потому что вязалось это все давно. Не знаю, у нас сейчас все тут сначала надо найти. Это точно не этот поводок, потому что у нас должна первая быть петелька. Крючки вязал, ребят, мощные, специально для продольника. Блин. Конечно, все это можно будет сделать красиво, аккуратно. Ну, как обычно, все на скорую руку. И нифига не получается. Кстати, флюорокарбон, ребят, леска. И она светится под водой. Ну, она прям такая, как вам объяснить-то? Ну, вот есть такие, да, сейчас лески-то интересные. Вот. Так, ну что, мы, как обычно, петля петлю. Вот такой крючочек, ребят, серьезный. Протягиваем. Ну и достаем живцов наших. Опа. Что на ершей, что на плотву, что поймали. Вот, блин, они, конечно, подустали у нас все. Но будем насаживать, как бы ни было, под спинку. Тихо, подруга. Ожила. Все в родную стихию. И вот так, ребят, таким макаром сейчас я буду отпускать продольничек и насаживать. Сколько можно будет у меня живца и так далее. Опа. Ёршик, ребята. Опа. Отправляем дальше. Вот, ребят, чередую потихоньку. Ёршик у меня, плотвичка. Не знаю, это эксперимент, но реально, ребят, я таким образом еще по осени не рыбачил. Ну, короче, пробую. Пробую. Так, ребят, ну что, вот у меня продольничек поставлен метров, ну не знаю, небольшой, метров 15, наверное, там крючков 10, может меньше даже. Так, ставлю я на застежку. Все. Теперь берем, ребят, груз. Берем груз, ставим на застежечку. Вот и теперь спокойно отпускаем. Все. Дно нашел, ребят. Да. Глубоко. И чувствуется гайка. Ребята, вот последний поводочек. Здесь тоже я поставил поводок. Поставил крупного ерша, здорового, прям так. И все. Это наша снасточка отправляется на дно. Ну вот, такой поддончик получается. Нормально так, ребят.
бы сделать, да, вот одному как раз мне не хватало вот этой штуки, ну, когда без вещей. Потому что когда один сидел, задирало меня. А сейчас прям вот отлично. Сижу по центру. Шикарно, ребята. Все, ласточка летит. Нормально. Километров 25 идем по-любому. 30. Отлично. Ну почему показываю это, ребят? Потому что добиваюсь все равно каких-то результатов в этом комплекте. Может, кому-то будет это интересно из-за этого. А так все отлично, ребят. Иду на базу. Как там дела у ребят? Нормал. Централ. Опа. Так, ну пора, да, пора фонари доставать уже, ребят. Опа. Пора уже фонарики доставать на воздушном шарике. О. Серега, это на сколько? Что за такая штука? Рыбацкий напиток? Да? Я потом своего домашнего Так это тоже домашний, нет? везу. Домашний? Нет, тут у него домашний-то, я не знаю, что тут у тебя, типа коньяка или что там у тебя на рябине настоянное. Ну, на каких-то ягодках. Вот, а я чисто на терне делаю вино. Ну, в данный момент, вот Серега видел у меня 20, ну я думаю 20 литров. Там, скорее всего, наверное, 21 примерно, 21 с половиной. Вот, стоит. Уже вот сейчас с рыбалки приедем, уже будет готово. Угу. 25 градусов Такая, да? вино. То есть именно вино 25 градусов. Все удивляются, почему 25 градусов. Вроде вино не может быть такое. Угу. Я говорю, ну вот, блядь, вот такое вот нахуй. Я что, виноват что ли, что на то вот такое вот, блядь. Я вот один раз сделал, но 25 градусов было нахуй. И до сих пор 25 градусов. Так я что, виноват что ли в этом? Я же это, тоже самогонщик тот еще хуйня. У меня спиртометров куча. У меня, ну, ареометр, ладно, я не беру в расчет это. Виномеры эти все не беру в расчет. У меня самый главный спиртометр, это спиртометр на молекулярном уровне. Угу. Может, Ну видали? 25, слышишь, можно даже согреться даже, да? Может, видали такой, я не знаю. Слышишь, 25, да? 25-то понятно, там полторашечку-то как вжаришь, так нахуй тут все будут в покатушку. Это лично Картошку. проверено. Картоху где-то мы привезли, и было ее много. Есть такое дело. Сейчас почистим картохи, ребят. Картоха своя. Ребята ставят перетягу. Не знаю, я не вмешиваюсь в их там дела. Просто это два напарника рыболовных. Ну, это, чтобы понимали, ребят, то что это, ну, рыбаки такой же, как и я, пропадают ночами на реке. Живут так же, как я, то бишь ничего такого у них, каких-то там великолепных снастей, там что-то такого нету. Короче, ребят, средний рыболов нашей глубинки, нашей великой страны. Соответственно, ну, попросились ко мне на рыбалку. Почему? Мне также интересно с ними порыбачить, почему нет? Кстати, ребят, ножик у Сереги. Вот это такой ручной, но это, блин, он мне что-то объяснял, я забыл, правда, с чего, ребят. Но смотрите, какой он тоненький. Короче, я вам просто могу показать вообще. Такой он тонкий, ребят, прикольный вообще. Ну вот реально, вот допустим, для подножного корма вот так что-то приготовить. Прикольный. Да, никакого бренда не надо. Прям вот вообще работает. Прям все четко режет, четко работает. Прям для кухни вообще такой, знаете.
Кстати, вот, допустим, ну, я не знаю, может, кто живет в деревне, понимает такую ситуацию, то, что, вот, допустим, у моей мамы тоже в деревне есть куча ножей хороших, а она пользуется такими вот старыми, которые, знаете, уже так уже выточен, ну, сточен. Вот она всеми работает. Говорит, я, говорит, привыкла просто. Вот, ребят, погода вообще испортилась, конечно. Возьмем морковочку одну. Тоже пойдет для хозяйства. А я вот таким образом почищу. Так, ну что, приготовим морковочку, картошечку. Нарежем. Сегодня такое блюдо, ребята, у нас будет походное. Ну, зато сытное. Сейчас помоем казанчик. У нас, ребята, трехнога такая интересная. Сейчас мы ее поставим. Нет, тренога нормальная. Трехнога нормальная, да? Сейчас мы ее и попробуем. Ну да, реально нормальная. Так, ребят, что-то в сумке в холодильничке лежало. Мяско разное. Прям вообще разное. Сейчас мы это все сделаем. Что нам? Грудиночка, ребят, смотрите, заморожена. Есть у нас еще колбас такой. А что мы сейчас все это сделаем по босяцочку? Прям по босявому все это замутим. Ну-ка, шел сюда-ка, рыцарь дня сегодняшнего. Весь от колбас, ребят, пошинкуем, пожарим. И будет у нас жарка. Вот водичка закипела. Шла картоха сегодня. У нас сегодня, ребят, новая горелочка. Будем сегодня тестировать. Так, морковочку, лучок, ребят, обжариваем. Сразу же. О, какой дымок. Отлично. Можно мяском заняться. Грудинка, ребят, у нас такая. Тоже ее. Туда ее. Опа. Кубиками что? Покрупнее, чтобы мяско было. А? Поджариваться, ребят. Сейчас будем в 3 этапа готовить наше рыбацкое блюдо. Ну как рыбацкое? Все как дома, но просто тут чуть побольше, пожирнее, поджаристее и так далее. Ну вот, ребят, немножко поджарилось. Мы, наверное, все это дело туды. Ох ты, блин, ребят. Чуть не потеряла нашу зажарочку. До последней капли
Жарко, жарко, ребят. На костре готовить очень жарко. Ладно. Идем далее. Еще маслица. Мяско, ребят. Ничего пока не перчу, не солю. Чисто все ингредиенты. И этот дым бешеный, ребят. Копченый не только кухня, но и я. Все. Отлично. Немножко мяса. Ну то, что было в рюкзаке, ребят. Как бы не задуманное блюдо никакое. Просто ребята стараются, ставят перетягу. Я для них стараюсь тоже. Еще у нас осталась эта стрёмная колбаса. Тоже мы ее шинканем. Ну, так, может покрупнее даже. Чтоб ребята удивились. Что-то там ребята очень долго. Прям вообще на ужин не торопятся. Все, отлично. Что-то у нас мяско поджарилось. Туда же, ребят. Опа. Все, отлично. Ну и теперь колбасочки, ребят. Продолжаем. Маслица. Мясо должно быть больше, чем воды, ребят. Тогда мужик скажет вкусно. Ну, особенно когда на промысле. Он скажет вкусно. Это 100%, ребят. Первый день. Сегодня находимся. Можно и побаловать себя. А потом на кашах посидят. Поголодают, ничего страшного. Тем более с холодильника тоже сильно не удержишь заморозку. Так что... Так, ну что по специям? Солечка-то понятно. Солечки понятно. Вот черного перчика никто не отменял. Опа. Черный есть. Тут бардак, ребят, небольшой такой. Рыболовный называется. Приправу для курицы отставить. Для картофеля тоже не пойдет. Для свинины как будто тоже нет. А вот лаврушечка, в принципе, она здесь была, ребят. Пару листов забубеним. Колбасочки тоже, ребят, туда пойдут. Ох, вот это суп, ребят. Прям такой босявый. Ребят, в принципе, вечерок заканчивается, наступает потихоньку ночь. Время уже 9 час. Ребята до сих пор на воде. Ну, у них стоят свои снасти, блин. Тяжелые снасти. Ну, они бывают ловчие и добывают хорошо налима. Ужин готов, жду ребят. В принципе, отлично все. Так, заехали, забрались. Ну, в целом сказать ничего пока не могу. Завтра день, потом еще ночь. Ну, короче, надо немножко обжиться. Пока непонятно. Жду ребят, ужинать будем. А так все шикарно, что. Дров куча, ребят. Ужин
ужин томится, уже ждет, уже готов весь. Лагерь стоит. Все, что классно, чего. Все, что надо, ребят. Для кайфа, для жизни. Отлично. Ладно, ребят. Надо испробовать по хлебу. Прям такое лютое бигульме. Так, ребят, ладно, что надо в шатер свет поставить. Сейчас мы попробуем свет установить в шатер. Что-нибудь повыше. Сейчас сюда. Вот так вот, ребята. Опа. У нас одной лампы, в принципе, достаточно будет. Опа. Все, ребят. Чики-бомбони. Это откручиваем. А чего? На боку готовишься или что? Нет, просто свет поставил. А, Смотрю, что у нас по свету. Как вообще получается. Ну смотри, даже с одной лампочкой, да? Комфортно, да, в шатре? конечно, что? Отлично. Все. Комфортно. Смотрю, что почем тут у нас вообще. Вещи перекинул. Убрался маленько. Замерз, серый? Да, что так? Где-то вот в этом месте. Угу. В этом месте можешь ставить. Все, ребят, мы стоим на перетяге. Все, бери любую. Ребята, как ты говоришь, протянулись, да, получается? Да, протянулись. У нас с одного берега, ну, с нашей стороны это получается кол. Да. Здоровый. Два кола. Два кола в землю. Два кола, восьмерка. А там получается мешок с песком. Ну вот такие вещи, ребята. Все отвязано, все красиво сделано в сумочке. Все по уму, ничего не путается. Резиночка стоит. Но резиночка для того уже как бы и что здесь ставим на резиночку. Таким образом мы ее продеваем. Немножко затягиваем, уже петелька. Все. Отсюда пойдет снасть. Ну и получается мотовилка в районе 5 метров. Здесь у нас 2-3 поводочка. А вот мы, в принципе, все как по старой схеме наживаем. Вот все с длинным цевьем. Ребята тоже работают. Ну, чтобы побольше насадить было. А так все. Без разницы, ребят. Сами знаете, чтобы был пучок. Больше червей. Не жалея. Маленький, большой, без разницы. Лишь бы было мясо. Кусок мяса, чтобы Налим видел, чувствовал. Может, без разницы даже продеть там куски вот так. Короче, вот таким образом, ребята. Ну все, вот пучок готов у нас. Вот, пускай он так шевелится. Короче, самятники, налимятники знают эту тему. Просто это все ночью делается. Конечно, это все при виде фонарей. Надо вот фонарики хорошие. Ну, погода, конечно, тоже не самая такая, так сказать, перспективная. На улице бывает и минус, и снег, и дождь. Ну, рыбалка такая интересная, своеобразная. Ну, конечно, коллективно, вот, когда напарник есть, то все это делается побыстрее. В одного можно ставить, в принципе, да, ведь? Да, можно в одного. Можно в одного, но это надо быть таким. Подручнее получается. Да, да, ты это все сделаешь быстрее.
Так, ребят, вот второй поводок. Сейчас третий. Вот отводики такие небольшие. Все длинное цевье. Те же червячки. А вот на что-то ставили вообще, на живца, допустим. Да, ставили на живца, не на живца, а на куски рыбы. То есть, в принципе, налим тоже Тоже, да? берет. То есть, ну что, налим, он же по сути это падальщик. Ну да, да. То есть он на любое мясо тоже хватает. Разницы нет, что на червя, что на мясо. Угу. Но эффективнее все равно как бы на червя. Да я тоже думаю, что вот на червя все равно, да, как-то поинтереснее. Поинтереснее, да, поинтереснее было. Потому что, ну, тоже вот люди пишут, как бы многие смотрят и советуют, вот на печень, там, знаешь, на всякое разное. Ну, пробовали. Вот, ребят, карабинчик, застежечка такая, вот петелька наша. Все, застегиваем. Это у нас сюда. И идем дальше. Поехали еще точно так же. 5 Так. метров. Отсчитываем 5 метров. И все, и поехали. Ну, 5 метров. Не, подожди, 5 метров у нас там. 5 метров, все, 3 отвода Так, поставили. между делом, ребят, еще грузим, получается, основной шнур. Грузим основной шнур. Полностью обычный, Да, который любая есть. вообще, Ну, что. желательно потяжелее, конечно. Поменьше, потяжелее, да? Поменьше, потяжелее, да, потом самому же легче где-то и достать, где-то А так, в принципе, где-то и подтянуть, а так разницы нет. камень там, все без разницы. Там, в принципе, можно и камень, было бы в что положить, как Да, говорится. да, да, да. Остальное не суть важно. Все, между делом огружаем. Если, конечно, длина очень большая, ну, имеется в виду перетяги, огружаем не единожды, как минимум 2-3 раза. Угу. Если, как в нашем случае, длина небольшая, загружаем максимум 1-2 раза. И все. Все? Что-то у нас гантелька, да? Да. Гантелька на трицепс. На трицепс. Что было, то и поставили, как говорится. Ну да. Серый. Нормально, замерз? Сейчас классно. Сейчас классно? Угу. Так мы тебя укрыли, блядь, всеми этими дарами. Что у нас было? Угу. Так что, конечно, и должно быть классно. Ну, Это ты- вообще замерзли. ну, сначала, понятное дело, я же тебе сразу сказал, в спальник надо залазить, а не укрываться. Спальный мешок должен быть как мешок, а не как одеяло. Так что как-то так. Нормально. Живы будем, не помрем, да, Серый? Угу. Спокойной ночи, брат. Сладких снов тебе.